В солнечный день 6 августа уютный и сердцу родной город Канаш отметил свой 92-й день рождения. По традиции основные торжества проходили на главной площади города и в парке. Однако и в других массовых местах для отдыхающих были организованы развлечения и зоны отдыха. Как мы уже знаем, горожане давно приветствуют активный отдых. Вот и множество спортивных зон, в том числе и по боксу, и баскетболу, собрали большое количество зрителей и болельщиков. С утра и до поздней ночи на площадках звучала музыка. Артисты, певческие и хореографические коллективы радовали горожан, дарили веселье и заряжали праздничным настроением. Ровно в 12 часов с главной сцены объявили о торжественном открытии к 92-й годовщине со дня города. Перешагнув столь весомый возраст для человека и настолько молодой для города, Канаш выбрал новый вектор своего развития, отметили со сцены. Мне приятно видеть, что народу сегодня на этом мероприятии очень много. Если вы подниметесь на эту сцену, то увидите тысячи людей. Это вроде бы рядовой очередной праздник у нас, День города. Но этот День города мы встречаем в рамках освоения средств около 1 миллиарда рублей по фонду развития моногородов. Те слова, которые говорили, они определились уже в том плане, что есть конкретные подрядчики, конкурсы разыграны, и они начинают работать. Объездную дорогу сдадут в этом году, а 2 других объекта, индустриальный парк и очистные сооружения для города и индустриального парка, сдадутся в 2018 году. Это поможет нам привлечь новых инвесторов. И еще я докладываю, что есть такой статус в Российской Федерации: города с территорией опережающего развития. Они очень привлекательны для того, чтобы были для инвесторов, для предпринимателей льготные налоги. И вот на прошлой неделе Минэкономразвития Российской Федерации окончательно приняли заявку города Канаша. И мы думаем, в этом году мы этот статус получим и окончательно уйдем от статуса моногород, чтобы не только промтрактор-вагон и агрегатный завод определяли жизнь нашего города Канаша, но сотни небольших предприятий. И для сведения, руководство завода промтрактор-вагон докладывает, что они сейчас в этом месяце выпускают 80 вагонов. И есть серьезные возможности и намерения заключить хороший контракт. Это значит, завод полную силу заработает. Кто вчера смотрел в новостях в рамках заседания Совета местного самоуправления всероссийского, который проводил Владимир Владимирович Путин, заявил, что администрации муниципальных образований и местное самоуправление самостоятельно не должны принимать решения на выделенные средства федеральные, республиканские, муниципальные, где и что обустраивать, что строить. И, уважаемые горожане, у нас на сайте есть баннер «Проект мнений города». Прошу воспользоваться. Мы вот на воротах при входе в парк эскизные проекты вот этой площадки, где мы стоим, выставлены. Прошу ознакомиться. Здесь, сюда, на эту площадку мы вкладываем в этом году порядка 10 миллионов и обустраиваем, я думаю, красоту построим. И все это мы тоже в рамках обсуждений с депутатами, с горожанами. Есть молодые активисты у нас, они ходили по улицам, опрашивали. И мы 2 вопроса ставили. Лыжероллерную трассу в первую очередь строить для молодежи, или же вот эту площадку. Горожане решили 65%, что вот эту площадку в первую очередь. Но, как Владимир Владимирович Путин заявил, проект «Городская среда» в рамках федерального проекта, мы эти деньги получаем, продлятся еще на 5 лет. И дворовая территория. У нас 4 дворовых территорий. В них 12 жилых домов.
капитально будет обустроено. Здесь тоже жители сами определили, какие двора. Они финансово участвуют в этих проектах. Тоже будет обустроено. Уважаемые горожане, у нас город железнодорожников. И мне очень приятно, что шествие сегодня прошло от площади железнодорожников до нас. И я с огромным удовольствием поздравляю вас с этим праздником. Желаю здоровья, счастья, успехов, процветания. От себя лично и от собрания депутатов я хочу поздравить наш любимый город с Днем города и с Днем, конечно же, железнодорожника. Город Канаш является, скажем так, железнодорожной столицей республики. В нем проживают люди, которые работают в железнодорожных организациях, которые связаны именно с железной дорогой. Да, у нас в городе есть замечательная программа. Мы вошли в программу моногородов. Депутаты собрания депутатов города Канаш активно занимаются совместно с вами по всем проектам, которые говорил до этого Владислав Васильевич. В нашем городе живут замечательные люди, которые любят свой город. И совместно с собранием депутатов и с вами также, я думаю, действительно мы сделаем наш город еще красивее и благополучнее. Буквально сегодня мы до торжественной части были на открытии гемодиализного центра, который займет больных с почками именно часть республики, и им не надо будет ездить в Чебоксары. Это большой плюс для Канаша и для всей республики. От всей души поздравляю вас с Днем железнодорожника, с Днем нашего любимого города. Хочу пожелать вам благополучия, счастья, здоровья и добра. Спасибо. Владислав Васильевич в торжественной обстановке из рук кадетов, получив флаг с новым обновленным гербом города, продемонстрировал его зрителям. Неизменно в столь значимый день в Канаш прибыла делегация из столицы Чувашии. Разрешите зачитать приветственный адрес главы Чувашской республики. Дорогие жители города Канаша, примите искренние поздравления с Днем города и Днем железнодорожника. Ваш старинный город, который прошел долгий путь от небольшой станции Шихраны до транспортного центра Чувашии, славится замечательными традициями и крепкими династиями работников железнодорожного транспорта. Сегодня из Канаша жители и гости республики могут совершать поездки в любой регион Российской Федерации. Благодарю всех железнодорожников города, обеспечивающих безопасную и бесперебойную работу стальных магистралей, за высокий профессионализм и добросовестный труд. Отрадно, что Канаш встречает очередную годовщину чистыми улицами и дворами, ухоженными скверами и парками, новыми жилыми массивами и развивающейся инфраструктурой. В скором времени город преобразится еще больше. Этому будет способствовать участие в федеральной приоритетной национальной программе «Комплексное развитие многогородов». Уже сейчас в городе приступили к реализации проектов по созданию новых рабочих мест, развитию городской среды и привлечению инвестиций. Но главным богатством Канаша остаются гостеприимные, талантливые, энергичные люди, трудолюбие которых с каждым годом приносит облик железнодорожной столицы республики все больше перемен. Каждый день вы, уважаемые канашцы, отдаете частичку себя, своих сердец и души во благо процветания родного края. Желаю вам новых достижений, успехов во всех добрых делах и начинаниях, мира, добра и благополучия каждому дому и каждой семье. Глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев. Дорогие друзья, от себя лично хочу обратить внимание. Сегодня звучала дата, что сегодня городу 92 года. Но если мы заглянем немножко дальше в историю, село Шихраны были основаны на ровном месте в голом поле в 1892 году. Если мы с вами немножко посчитаем, это ровно 125 лет назад. Сегодня такой небольшой юбилей основания вашего города. И, наверное, символично, что официальный герб город получил в эту дату. Городу немного, около 100 лет. У всех во все времена были разные периоды, разные трудности у города.
И именно объединяясь, вы их преодолевали. Сегодня уже было сказано, президентом России продлены работу программы «Моногород», по которой вы получаете более миллиарда рублей. Сегодня самое главное, совместными усилиями населения и органов власти муниципальных сделать все, чтобы эти деньги были использованы правильно. Город, власти города должны слышать вас. Вы должны знать, о чем думают власти. Поэтому с общими усилиями вы преодолеете все. Ну и, конечно, общегородской праздник – это тот момент, когда за трудовую деятельность и ответственный подход к решению тех или иных задач наиболее отличившимся вручают заслуженные награды. Их сегодня порядка 50 активных граждан, связавшие свои судьбы как с производством, так и с культурой, со сферой обслуживания и медициной и многими-многими другими. Ну и, конечно, в День железнодорожника не обошлось и без ведомственных наград. С профессиональным праздником население города поздравили железнодорожники. Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны, сегодня мы отмечаем праздник железнодорожников и отмечаем День города Канаш. Сегодняшний праздник, он не один. Почему? Потому что мы сегодня отмечаем еще и 180 лет железным дорогам России, 155 лет Горьковской железной дороги. И вот этот общий праздник мы все вместе сегодня собрались отметить. Вот мы сейчас прошлись маршем от Дворца культуры, который раньше назывался Дворец культуры железнодорожников, своим торжественным маршем. И было очень приятно, что жители тоже нас приветствуют и поздравляют нас с нашим праздником. Хочется пожелать вам здоровья, добра, благополучия на работе, в семье и всего самого наилучшего. С праздником! Руководитель предприятия «Промтрактор-Вагон» отметил, что у завода есть будущее. Некогда тяжелые времена отступают назад, отметил он. Время требует от нас следующего подхода. Заказчик приезжает на завод, смотрит состояние предприятия, смотрит готовность предприятия выполнить в срок, точно вовремя тот заказ, который необходим, смотрит на то, какая конструкция наших вагонов, в частности, и принимает решение, выполнять стоит здесь работы, открывать заказ или нет. Нам приходится работать, теперь уже я могу доложить, что со многими фирмами, которые приезжают, и в последние 3 месяца мы не сорвали ни одного заказа, которые у нас были, правда, заказы были небольшие, до 40 вагонов. В настоящее время мы выполняем заказ 80 вагонов уже под пристальным вниманием заказчика. Он буквально живет на предприятии и смотрит, как мы выполняем заказ, для того, чтобы принять решение о последующем шаге в заказе 5000 вагонов. Я хочу сказать большое спасибо коллективу, который не оставил предприятие в трудный момент, хотя были трудности по заработной плате, были другие трудности. Но тем не менее, они считают, что дно, которое оно было, оно пройдено, и мы сейчас на позитиве идем в рост. На такой позитивной ноте лучшим производственникам были вручены благодарности. Пока на главной сцене чествовали лучших производственников, на других площадках кипела праздничная суматоха. Дети, конечно же, нашли себе, где порезвиться, где потанцевать и порисовать. За усидчивость и старательность в конкурсах каждый мог получить подарок. Для развлечения и организации досуга горожан администрация города привлекла самые различные предприятия и организации. Здесь же проходил тест-драйв авто с розыгрышем ценных призов. Вот и фотосушка «Канаш в лицах». Также с развлечениями постарались операторы мобильной связи. В общем-то, горожане сами убедились, праздничному веселью не было конца до позднего вечера. Ирина Константинова, Павел Шевченко. Вокруг нас.